Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Личному составу отряда быстрого реагирования МВД присвоены очередные специальные звания. Какую продукцию местного производства можно приобрести на центральном рынке, по какой цене? Много ли туристов в республике и что привлекает их сюда осенью? Актуальный репортаж программы. Премьер-министр Александр Ангваб обсудил с начальником Госуправления по государственной языковой политике Гундай Квицине и главным специалистом управления Гундай Сакани текущую работу ведомства. По словам Квицине, на днях в Абхазию были доставлены 3000 экземпляров 4 новых изданий для изучения абхазского языка для детей от 3 до 10 лет, а также 3500 наглядных пособий. Большее количество книг направят в дошкольные и общеобразовательные учреждения во все районы Абхазии. Кроме того, 11 мультфильмов, дублированных на абхазский язык, выйдут до конца года. Гундай Квицине также проинформировала, что в госуправлении готовят к изданию руководство по делопроизводству на абхазском языке. В рамках встречи обсудили возможность издания художественной популярной детской литературы в переводе на абхазский язык, издание оригинальной абхазской литературы, а также план мероприятий госуправления на 2024 год. В столице Польши со 2 по 13 октября проходит Варшавская конференция по человеческому измерению 2023, организованная ОБСЕ. В данной конференции от имени Федерации Кавказских ассоциаций КАФЕД принимает участие заместитель председателя Ясемин Арал. На состоявшейся 11 октября 7-й сессии Генеральной ассамблеи Ясемин Арал выступила с речью о геноциде и изгнании черкесов, а также обратилась с призывом о признании независимости Абхазии. После ее речи грузинская делегация выступила с письменным заявлением. Впрочем, их реакция была вполне ожидаема. В очередной раз, вопреки здравому смыслу, грузинская сторона говорит о том, что Абхазия является неотъемлемой частью территории Грузии, которая в настоящее время находится под незаконной оккупацией Российской Федерации, как и другая территория Грузии, Цхинвальский регион, Южная Осетия. На это заявление Федерация Кавказских ассоциаций выступила с ответным заявлением. Абхазия не находится под оккупацией Российской Федерации. Тем не менее, если Россия сегодня имеет сильное влияние на Абхазию, то именно западные страны укрепили ее, односторонне поддержав целостность Грузии и изолировав ее. Следует также отметить, что, несмотря на очевидные сильные параллели между Косово и Абхазией, случай Косово был объявлен Соединенными Штатами уникальным, и те государства, которые признали Косово, затем почти неизменно оправдали свое решение о признании политическими соображениями. В первую очередь необходимостью стабильности, мира и безопасности в регионе и положительный эффект, который признание оказало бы на эти параметры, а не на международное право, говорится в заявлении Федерации Кавказских ассоциаций. Сотрудники внутренних дел по Сухумскому району совместно с сотрудниками Госстандарта и РЭС Сухумского района в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Гумиста выявили майнинг-ферму, сообщает пресс-служба МВД. В отношении владельца оборудования Давида Гвачантирадзе составлен протокол об административном правонарушении. 11 аппаратов по добыче криптовалют демонтированы, изъяты и помещены на склад временного хранения. Личному составу отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел присвоены очередные специальные звания среднего и младшего начальствующего состава. Церемония прошла в праздничной и торжественной обстановке. Помимо присвоения очередных специальных званий, ряд сотрудников СОБР был поощрен материально. Об этом в пресс-службе МВД. Равнение на середину. Товарищ министр, личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел
для получения очередных и досрочных званий по случаю празднования 30-летней победы народа Абхазии в Отечественной войне построен командир СОБРа подполковник Чачхаля. Здравствуйте, товарищи! В ознаменование празднования 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии приказом министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кют личному составу специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия присвоены очередные специальные звания среднего и младшего начальствующего состава. Приказ министра внутренних дел Республики Абхазия за номером 503 от 5 октября 2023 года по личному составу в соответствии со статьей 24 положения о службе в органах внутренних дел Республики Абхазия присвоить очередное специальное звание среднего младшего начальствующего состава. Сотрудники СОБР Министерства внутренних дел Республики Абхазия обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в стране, осуществляют силовую поддержку правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Бойцы отряда неоднократно принимали участие в задержании особо опасных вооруженных преступников и в проведении спецопераций против организованной преступности. В первую очередь, конечно же, мы в такой обстановке еще не встречались после празднования Дня Победы. Поздравляю вас с нашим великим праздником. Желаю вам успеха, благополучия, мира, добра. Самое главное, что все ваши навыки, которым вы сегодня обучаетесь, вы не имели возможности применять в боевых условиях. Всех тех, кто сегодня получил очередные звания, хочу поздравить вас, пожелать вам карьерного роста. Есть к чему стремиться, и обязательно никто из вас не должен останавливаться на достигнутом. Будьте здоровы, еще раз поздравляю. Помимо присвоения очередных специальных званий, ряд сотрудников специального отряда быстрого реагирования были поощрены материально. Генерал-майор милиции Роберт Кют подчеркнул особое положение СОБР в правоохранительной системе, подчеркнув, что требования к профессионализму личного состава отряда будут возрастать. На календаре середина осени. Время сбора урожая. Самое большое разнообразие овощей и фруктов местного производства, конечно же, можно увидеть на центральном Сухумском рынке. Какую продукцию сейчас можно здесь приобрести и по какой цене, узнавала Алика Трапш. Рыночные прилавки Сухума пестрят разнообразием фруктов и овощей. Хурма, груша, каштаны, яблоки, фейхоа, первые мандарины. Все это уже появилось на прилавках. Среди большого разнообразия товаров покупатели, как правило, отдают предпочтение местной продукции. По словам продавцов, местных овощей, фруктов и ягод в достатке обычно в летний сезон. Это плоская хурма, шоколадный королек, инжир наш местный. В этом году вообще очень много было урожая. Яблочки вот эти местные. Это Краснодарский край, пожалуйста. Виноград, к сожалению, не наш. Скажите, а вот виноград Изабелла есть вообще? Есть. Где-то повыше, по-моему, должно быть. В августе всего бывает побольше фруктов местных, именно в августе. В прошлом году намного больше было местных продуктов, в этом году очень мало. Потому что погода не дала. То дождь, потом засуха. Мандарин тоже очень мало в этом году, урожая очень мало. Скажите, а вот каштаны? Каштаны это местные. Откуда они? Это Тхина. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о ценовой категории, то в этом году цены выросли по сравнению с прошлым годом? Конечно, намного выросло. За то, что вот нету, наверное, поэтому и там тоже говорят, погодные условия не важно. Привозная продукция дороже, чем местная? Смотря какая. Большинство продавцов – перекупщики, но многие торгуют и тем, что выращивают в своих хозяйствах. Некоторые отказались говорить с нами на камеру, но в личной беседе признаются, что сейчас местной продукции на рынке не так много по сравнению с прошлым годом. Причиной такого явления они считают продолжительную летнюю засуху. Баклажаны, перец, капуста, морковь, картофель, лук, чеснок и другие овощи в основном привозные из Краснодарского края. Лично у меня все привозное. Но местного товара даже этот сезон было очень мало. Поэтому, наверное, в связи с погодными условиями тоже. И поэтому в основном было что-то местное. Но сейчас уже в основном российский товар. Просто иной раз бывает так, что люди больше привозной берут, потому что там
не знаю, качество хорошее бывает. А картошка 60 рублей, морковка в зависимости. Если она хорошая, то чуть дороже, а так вот 50-60. Капуста тоже и 60, и 70 бывает. Знаете, оптовая цена, когда дороже становится, и продукция тоже дороже становится. Анжела Сильвян уже много лет торгует овощами на рынке. На ее прилавке в равной степени как местная, так и привозная продукция. По ее же наблюдению, в этом году местных овощей больше, чем в прошлом. Ну, в этом году местных больше, намного больше стало, чем в прошлом году. Да, нет, есть, смотря что, смотря какой овощи. Например, огурцы много было в этом году, помидоры достаточно было. Синики вот местные шикарные есть, перец. Так что нормально. Мнения продавцов относительно товаров, реализуемых ими, разнятся. Но практически большинство, с кем нам удалось пообщаться, отмечают, что на прилавках лидирует привозная продукция. Рынок продуктов питания в нашей стране не регулируется. На разных торговых объектах цены могут резко отличаться. Покупатель остро ощущает рост цен, в особенности в курортный сезон. Алька Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Даур Кове и Михаил Швыдкой обсудили состояние и перспективы развития культурного сотрудничества между Россией и Абхазией. Стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в области искусства и культуры. Министр просвещения Инал Габля принимает участие в торжественном собрании членов Российской академии образования, проводимой в рамках Года педагога и наставника, 80-летия РАО и 200-летия со дня рождения Ушинского. Мероприятие проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Это значимое событие собрало на площадке более 200 ведущих ученых в области педагогики, психологии, возрастной физиологии, известных деятелей культуры и искусства, а также представителей законодательной и исполнительной власти. Мероприятие посвящено роли Академии в исторической ретроспективе и стратегии ее будущего развития. Погода в октябре радует. В выходные дни синоптики обещают плюс 25 тепла. Очень комфортная температура и морская вода. Бархатный сезон в разгаре. На Сухумской набережной немало туристов, которые наслаждаются теплыми осенними днями и ласковым морем. В этом убедилась Шазина Ханагова. Абхазию неспроста называют «страной души». Это место со своей неповторимой атмосферой, которое нужно воспринимать не умом, а сердцем. Знаменитое абхазское гостеприимство, свежий морской воздух, мягкий климат, укрытые субтропической зеленью горы и бесконечные песчано-галечные пляжи с удивительно прозрачной водой. Из года в год привлекают сюда все больше российских туристов. Пик курортного сезона на абхазском побережье приходится на самые жаркие месяцы – июль и август. Зато в сентябре в Абхазии начинается бархатный сезон, который может продлиться до первых чисел ноября. И лично его многие туристы считают лучшим временем для отдыха. Второй год приезжаем, и очень хорошо. Все добродушные люди. Летом очень жарко здесь. Вот именно или надо начало летнего сезона, или для меня бархатный сезон. Это вот летом, сгоришь просто-напросто, в уголек превратишься. Мы каждый год уже 3 года подряд приезжаем. Мы в разных городах отдыхаем. Первый это была Пицунда, второй это был Новый Афон, и третий раз мы в Сухуми. Это всегда в бархатный сезон? Всегда в октябре. Начало октября, потому что у подруги день рождения 5 октября. 9 октября у нас с мужем день свадьбы, поэтому мы у вас каждый октябрь 3 года подряд. И успели и покупаться в море, и позагорать. Мы успели побыть в горах. У нас либо горы, либо море, либо ваша кухня замечательная. Мы с мужем тоже 3-й раз в Абхазии, только мы еще были в мае. В мае вы видели, какая погода была. Мы были неделю и, конечно, ни разу не разделись.
В мае только ножки помочили. Но, правда, мужчины у нас искупались. Как же приехать на море и не искупаться ни разу? Погода очень радует, да. Причем так хорошо и прохладненько, когда прохладненько мы на экскурсиях, когда вот тепло. То есть Абхазия нас порадовала, да. Несмотря на то, что на календаре осень, в курортных городах Абхазии тепло и уютно, а туристы спешат насладиться комфортной погодой и все еще ласковым морем, которое в это время года по-особенному чистое и теплое. Сезон называется бархатным именно благодаря состоянию морской воды. Купаться в море очень приятно, так как теплая вода обволакивает словно бархат. В этот период в Абхазии средняя температура воздуха держится на отметке в 24 градуса. Гладкое и спокойное море прогрето до 20. Лучи солнца не обжигают, а словно ласкают кожу. Погода одаривает комфортным теплом. Я с Волжских берегов приехал. Первый раз в Сухум. Сухум первый раз посетили. Все очень здорово. Погода, море. А что еще надо для отдыха? Скажите, пожалуйста, вы всегда отдыхаете в период бархатного сезона или же летом тоже выбираете время? Летом жарковато, наверное. А вот сентябрь-октябрь самое то. Чудесное время. Все приезжайте в Сухум. Мы приезжаем обычно вот в такой сезон, потому что устраивает погода, солнце, море, фрукты, да, вот добавляют. Нравилась ваша набережная, понравилось море, пляж Мока понравился, понравилась хинкальная ваша, вот прям уже 2 раза побывали, и отменные хинкали, замечательно. Люди ваши нравятся. По-прежнему самыми посещаемыми местами в Абхазии остаются озеро Риза и Новый Афон, Пицунда, Гагра, Сухум, а также восточная часть республики. Основными факторами, которые влияют на увеличение турпотока в нашей стране, все еще доброжелательное отношение к отдыхающим, живописная природа и, конечно же, национальная кухня. 5-го приехали, до 30-го. Здесь. Были летом 2 года назад. Так как мы с Владивостока, климат у нас чуть-чуть, да, было очень жарко, душно, чтобы погулять, чтобы нам было по состоянию душно прям, а сейчас прям наслаждение. Да. Сейчас прямо так хорошо. И погода такая, мы не жаркая. Еще, да. Мы купались, вот 2 дня ходили купались, сегодня волны. Пришли купаться, стоим, сейчас будем боимся. Отдельно хочу сказать за вашу кухню, за вашу национальную кухню. Мы сняли дом. Да, и они нас делали. У нас нам такие застолья. замечательные хозяева. Да, готовили, специально нас угощали. Да, учили, как кушать мамалыгу руками. Мы руками, в соусы, там все. Бархатный сезон в Абхазии – это как второе лето, только с одним нюансом. С приходом осени природа становится еще более живописной. Деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками. Осень в республике – благоприятное время для долгих прогулок, поэтому неудивительно, что многие планируют отдых именно в это время года. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Председатель Госкомспорта Абхазии Тараш Хакба встретился в Грозном с министром Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Исой Магомед Ибрагимовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта. Поступил в продажу очередной номер газеты «Республика Абхазия». На титульном листе газеты опубликована статья Лилианы Яковлевой. Книга напоминания «Так было в те дни». Статья посвящена нашему соотечественнику, турецкому абхазу Фатиху Тванба. Настолько ему, сколько его книги воспоминаний, в которой рассказывается о периоде Отечественной войны в Абхазии, о решениях Владислава Ардзинба, даже тяжелые для страны дни, думавшего о будущем своих соотечественников, живущих на чужбине.
На страницах газеты также можно узнать об итогах международного пленэра, который прошел в Абхазии с 21 по 29 сентября, и международной научно-практической конференции «Правосудие в Республике Абхазия», состоявшейся в Верховном суде. Хрустальной девочке Аслане Джинджоля вновь нужна наша помощь. В газете можно найти информацию о способах оказания помощи и сумме, которую необходимо собрать. Также в газете можно ознакомиться с новостями спорта. МУП СУЭС доводит до сведения потребителей электроэнергии, что 14 октября с 8 до 18 часов в связи с проведением работ по замене провода будет прекращена подача электроэнергии в районе Маяка от улицы Татарская до школы номер 12. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25, температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.